Студенты из Ижевска готовятся отправиться на международную экологическую конференцию в Берлин. На ней учащиеся строительного техникума презентуют проект, связанный с утилизацией опила. Мы узнали, что в сельской местности существует такая проблема: отходы от пиломатериалов остаются бесхозными. В полях они у нас гниют очень долго, и уходит на это до 10 лет. Пришла такая идея сделать самостоятельный пресс для брикетирования опилок, который можно использовать в печах вместо обычных дров. Первый станок студенты техникума и их преподаватель смастерили в прошлом году. Чтобы довести механизм прессования до ума, им понадобилось сделать еще 2 агрегата. Перед нами вы видите последнюю модификацию прессовочного станка. Для изготовления брикета достаточно наложить замоченный опил и приложить легкое усилие. С этим сможет справиться даже ребенок весом до 30 кг. Нажав на рычаг и открыв контейнер, брикет будет готов. Если одна закладка дров горит в среднем полчаса, то такие брикеты от часа до 1,5. А затраты в этом случае связаны лишь с временем. Бруску из опила нужно полностью избавиться от воды, без которой прессование было бы невозможным. На то, чтобы хорошенько высохнуть, требуется примерно неделя. Такой способ утилизировать опил как нельзя кстати подошел под условия конкурса «Школы за экологию», проводимого институтом имени Гёте в Москве. Как-то на одном из уроков мы с ребятами обсуждали, что можно предложить, какую идею, чтобы поучаствовать. Мы решили дополнить проект Александра Африкановича еще одним способом утилизации опила. И к нам пришла идея использовать опил для изготовления плодородного компоста. Это вторая часть проекта, который в итоге стал одним из 4 победителей конкурса. А в январе в техникум пришло приглашение в Германию на 3-ю международную молодежную конференцию по экологии, которая пройдет 8-9 апреля. Все расходы берут на себя организаторы. Мы выезжаем 6 апреля, мы готовимся после занятий к проекту. Для этого нам нужно подготовить презентацию, 10 слайдов, и подготовить выступление на 5 минут. Проект мы будем представлять вчетвером. Ребята презентуют свою работу на немецком языке. Говорят, от этого им еще более волнительно. Но признают, что как бы ни сложилось их выступление, главное – участие.